Добрый день, уважаемые коллеги, учителя, все люди, которые не безразличны к самой важной, наверное, на Земле профессии учителя. Я приветствую вас на первых профессиональных встречах. Они нам очень нужны, потому что именно здесь, в профессиональном общении, мы можем выработать те идеи, стратегии и перспективы профессионального развития. Сегодняшние изменения в системе образования, я думаю, всем нам понятно, продиктованы вызовами времени. Те вещи, о которых мы долго обсуждали и размышляли в прошлые года, цифровизация, переход на новые формы обучения, особенности оценки качества преподавания географии, как никогда сегодня и в этом году стали актуальным разговором не только на перспективу, а актуальным разговором действия. И действительно, если говорить об тенденциях, то мы очень четко видим, что основной проблемой российской системы образования, которая сформулирована на основе относительно невысоких результатов школьников по международным исследованиям ПИЗа, например, оценки в области математической, естественно, научной грамотности, а также грамотности чтения, заключается в том, что, демонстрируя традиционно достаточно высокий уровень классической академической подготовки, наши ребята испытывают затруднения в применении знаний, в решении реальных задач на практике. Не случайным в этом вопросе, наверное, нужно процитировать и определить важную, наверное, стволовую фразу для всех географов Владимира Павловича Максаковскому, который образно говорил о том, что наша география, она география для жизни. И продолжая эту идею, вспомним, как у Белинского есть такие строки, что есть еще более актуальная география, та арена, на которой происходит человеческая жизнь. И действительно, в этой области, в области прикладного значения нашей замечательной науки, которая в этом году получила еще и профессиональную принадлежность, я, конечно, не могу не поздравить всех нас со 175-летием Русского географического общества и с тем праздником, который мы совершенно недавно отпраздновали, 18 августа, Дня географа. Мы еще и видим изменения с точки зрения профессиональной востребованности нашей дисциплины. Ведь действительно сегодня активно обсуждается и готов к принятию профессиональный стандарт географ, где определены основные профессиональные качества специалистов, которые являются очень востребованными в современном, новом, изменяющемся мире. В этой связи, конечно, актуальным становится разговор о качестве образования и его повышения. Качество образования – это комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки учащихся. И сегодня для нас определенным мерилом качества является федеральный государственный образовательный стандарт и его результаты. Не первый год реализуя его, мы понимаем, что системно-деятельностный подход – это тот механизм, который позволяет переходить из знаниевой парадигмы преподавания в парадигму практикоориентированную. И в этой связи, конечно, метапредметные результаты, которые являются ключом для формирования универсальных учебных действий обучающихся, выходят на первый план. В этой связи в проектировании образовательных программ по географии, наверное, с этого и следует начинать. Следует начинать с работы с источниками географической информации, потому что именно они, современные, новые, интересные источники географической информации, дают представление ребятам не только об актуальности дисциплины, которая преподается нами в школе, но и востребованности этих навыков и умений, которые мы осваиваем на уроках географии. В этой связи, конечно, стоит задуматься о том, каковы же эти источники информации, где их взять и какие особенности организации работы обучающихся с этими источниками можно порекомендовать. Здесь стоит отметить, что государственная итоговая аттестация, основная тенденция изменения контрольно-измерительных материалов, работ, которые включены в систему государственной итоговой аттестации, они как раз-таки очень параллельно показывают нам востребованность таких навыков.
Вспомните, сколько заданий с статистическими источниками, текстовыми источниками информации или картографическими включены в состав заданий государственной итоговой аттестации как единого государственного экзамена, так и основного государственного экзамена по географии. В этой связи, конечно, следует обратиться к современным данным, которые мы стараемся в наших пособиях активно включать. Именно современные данные, которые отражают динамику демографических особенностей России и стран мира, с половозрастными пирамидами, статистическими источниками, современными источниками ресурсообеспеченности и возможности освоения тех или других отраслей в разных аспектах, и в аспектах занятости населения, и в аспектах эффективности работы в той или другой отрасли, включены в том числе и в современные контрольно-измерительные материалы. Если мы будем включать такие работы, такая задача, как повышение качества или успешность наших учеников, наполовину будет решена. Поэтому я вам активно рекомендую не только пользоваться современными источниками, которые сегодня находятся в открытом доступе. Это Государственный комитет статистики, это сайты Гисметео, это сайты картографических данных, которые сегодня позволяют регистрировать или работать с территорией, с отдельными участками территории в различных масштабах и проекциях. Это, конечно же, те ресурсы, которые предоставляются современными цифровыми образовательными платформами, например, Российская электронная школа и другие, которые активно разрабатываются сегодня в условиях необходимости включения цифровых возможностей в образовательный процесс. Причем эта необходимость обусловлена не нашим желанием, а зачастую вызовом времени, ну, например, как в конце прошлого года учебного, в котором мы все оказались. Конечно же, это очень большое время, это большие трудозатраты, и вы скажете, а когда готовиться к урокам? Так вот, если вы хотите эффективно подготовиться к урокам с использованием современных статистических данных, например, или картографических, мы рекомендуем использовать в том числе и наши пособия. У нас, мы подготовили в этом году для вас две книги: «Единый государственный экзамен ЕОГЭ 2021», ну, условно говоря. Как автор могу сказать, что достаточно большое количество обновленных статистических данных были включены в содержание. Содержание обновилось и с точки зрения тех типовых новых заданий, которые мы видим в динамике изменения вообще контрольно-измерительных материалов обоих частей работы, если говорить о ЕГЭ и первой части, и второй. И, конечно же, если говорить об особенностях этих наших современных пособий, то мы постарались учесть и возможности, которые представлены сегодня на открытой базе данных Федерального института педизмерений. Вы знаете, здесь тоже нужно обратить ваше внимание на то, что можно пользоваться в подготовке детей к государственной итоговой аттестации этими ресурсами, конечно. Ну и отдельно хочется сказать о том, что основная тенденция всех контрольно-измерительных материалов, которые представлены в том числе и в пособиях, это увеличение числа источников информации. Мы стараемся практически каждое задание делать комплексным. Мы предлагаем там и текстовый, либо цифровой, либо картографический, либо статистический источник информации. Мы предлагаем там ряд заданий. И вообще эта идеология, я думаю, что вы очень хорошо и с ней видите ее, прочитываете, когда смотрите на материалы всероссийской проверочной работы по географии. Именно такие комплексные задания с источниками географической информации представлены в ВПР от 6 до 8 класса, причем четко ранжируя типы заданий с определенным источником: картографическим, статистическим, иллюстративным, да, или текстовым. Если вы хотите более подробно познакомиться с особенностями подготовки ВПР и работой, практической работой по каждому источнику информации по классам, мы специально готовим для вас вебинар, который пройдет 8 сентября 2020 года на сайте издательства «Легион». И здесь мы очень подробно и внимательно поговорим о том, как же вот эту основную идею
сделать, еще раз хочу повторить замечательное высказывание Виссариона Белинского: география – та арена, на которой проходит человеческая жизнь. Те источники, которые позволяют нам показать ребятам востребованность, необходимость, актуальность знаний, которые получают на уроках географии, каким образом эти задания включать в практику работы школы и каким образом эти виды заданий использовать в организации образовательного процесса. Я очень надеюсь, что наши встречи станут систематическими, очень полезными для вас и для меня, конечно же. Огромное вам спасибо за те отзывы, отклики, которые вы пишете в сторону нашего издательства и пособий, в частности, которые выходят. И, конечно, рекомендую использовать те пособия дополнительно, которые позволят вам расширить инструментарий и содержательного плана, например, тематические тесты, либо практические работы по географии для 8-9 класса, которые полностью отражают ту идеологию, о которой мы говорили. Работа с источниками географической информации, прикладное значение географии, актуальность и востребованность наших знаний в жизни каждого ребенка. Я желаю вам успехов с началом учебного года. До свидания.